Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Кто и что дает вам силы? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так и спросите, кто и что дает мне силы. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Пусть высшие силы дадут нам знания и ответят на наши вопросы. Так, замечательно. Кто и что? Ну, я думаю, что вы уже многие видите, да? Вот человек сидит, а вот заноза. Видите? Значит, кто дает вам силы? Силы вам дают те люди, которые нуждаются в помощи. Значит, у вас нет такого понятия, что вас кто-то может простимулировать. То есть, если вы смотрите на удачливых людей, у которых все хорошо, у которых жизнь полная чаша, у которых там прет через край, вы и не завидуете, и никак вот они вас не провоцируют. То есть вы смотрите и думаете, ну вот хорошо, да, вот тут человек добился, вот молодец, вот там хороший он там, да, сотрудник, либо много работал, вот он заработал себе. То есть они для вас просто как даже не герои, да, а просто люди немножечко другого сорта, да, вот так вы относитесь. У вас нет зависти, у вас нет стремления там поконкурировать, да, чем я хуже, я сейчас там тоже что-то сделаю. Нет, это не про вас. А вот люди, которые вот такие сирые, убогие, с протянутой рукой, они вас стимулируют. Особенно те, кто в вашем окружении. Вы не для себя стараетесь, а вы стараетесь для них. Ну, например, кто-то из ваших близких нуждается в чем-то, да. Просто утрированный пример. Вот абстрагируемся, да, утрированный пример. Значит, у вас семья, большая семья. И вот у вас есть детки. Одному нужны ботинки, второму нужен там шарфик, третьему шубка. Понятно, что дети, маленькие, да, они не могут сами себе там заработать, пойти купить. И вот они для вас стимул. То есть вы идете, вы начинаете больше работать, ищете дополнительные источники, вы начинаете более активно, да, трудиться для того, чтобы заработать больше деньги, чтобы купить самые лучшие ботинки, чтобы купить самый теплый шарфик, купить самую там, не знаю, пушистую шубку. Вот так, вот это ваш стимул. Это то, что дает вам силы. Забота. Забота о тех, кто нуждается. То же самое касается там родителей, может быть, там близких, любимых людей. Это мы говорим про деньги, про материальное. То есть вы никогда не будете делать для себя, вы никогда не будете там рвать вожжи для того, чтобы себе там больше денег заработать, чтобы купить себе какие-нибудь там, не знаю, красивые, дорогие вещи, да, чтобы купить себе iPhone, либо купить себе какую-нибудь там, не знаю, одежду там Balenciaga, да, вы этого не будете делать. Вы будете удовлетворены чем-то простым, да, для себя. То есть вы не пафосный человек. И вы не человек, который себя любит, обожает и выше звезд поднимает. Нет, это не про вас. Но если кто-то из ваших близких нуждается, либо подойдет к вам ребенок и скажет: мам, я мечтаю, чтобы у меня был iPhone. Вы же пойдете кредит возьмете, понимаете? Ради своего ребенка, ради своего близкого человека. И то же самое в делах, в работе. То есть есть люди, там, например, любимый человек говорит: ой, дорогая, попа болит, голова там крутится, прочее, я ничего не могу, там, заболел, да, и вы начинаете как пчелка вокруг этого человека бегать, там, все ему давать, подносить, ухаживать, там, и грелочку, и там, не знаю, бульончика, всего ему там наготовили, там попу вытерли, посмотрели за ним, убаюкали, укутали, что только не сделали. О себе вообще не думаете. И еще потом себе удивляетесь, откуда у меня столько сил. Вы в этот момент о себе совершенно не думаете. Вы, например, и за любимым человеком присмотрели, там, понянчили его, еще и на работу успели сходить, еще какие-то дела переделать. Все сделали. Откуда силы берутся? Вот такой вопрос вам люди задают, которые все это видят. А вы сказать не можете. Вы такой человек, который для других, для себя, ну где-то так, знаете, да,
перебиваюсь с пустое на порожнее, а если кому-то из тех, кого я люблю, из тех, кто мне дорог, либо из тех, кого мне жаль, да, я буду там разбиваться на 1000 кусочков, но я буду все делать, как бы тяжело мне ни приходилось. Вот этот момент, он дает вам силы. С одной стороны, конечно, это плохо, потому что вы совсем не заботитесь о себе, силы-то даются вам, а вы их перенаправляете другим людям. Но если бы не эти люди, возможно, бы вы были просто пофигистом, который ничего в жизни не делал, либо жил, да, как придется. То есть эти люди, они еще вас как-то немножечко, что ли, стабилизируют, да, либо дисциплинируют. Вот эта ситуация происходит. Что касается вещей, либо обстоятельств, то здесь занозы. Вы человек азартный. Вот как ни крути, не завистливый, не какой-то там любитель поспорить, поконкурировать, но вы очень азартный человек. Вас очень легко взять на слабо. А вот ты так можешь? Да нет, не можешь. А тебе слабо. А ничего у тебя не получится. А тебе это не по зубам, да? А тебе это не по карману, либо это не по твоим возможностям. И вы начинаете внутри там сразу бурлить, кипеть. Говорит, да как так? Да как так? Если там Валька, Танька может, почему я не могу? И у вас вот идет этот челлендж, да? Вы принимаете этот челлендж и начинаете доказывать, что да, я могу, да, у меня получится. Если ты едешь там куда-нибудь отдыхать, куда-нибудь в Таиланд, да, то и я поеду. Мне нужно туда поехать, потому что меня там обвинили, что я там бедная, да, как церковная мышь, либо у меня нет возможности туда поехать, либо муж у меня недостаточно зарабатывает. Ничего, я сама заработаю, я всем докажу, что мы можем поехать и мы можем прекрасно отдыхать. То есть вот этот момент тоже у вас есть. Хорошо ли это, плохо? Мне очень нравится, что вы независливый человек. Мне очень нравится, что вы человек, который своим трудом доказывает, да? Не через кого-то, а именно своим трудом доказывает. Смотрите, что еще у вас вижу, что дает вам силы. Вам дает силы ваша уверенность, либо желание быть уверенным в завтрашнем дне. Вы человек очень позитивный на самом деле. И как бы сложно вам ни приходилось, какие бы черные тучи не летали над вашей головой, вы все равно верите в будущее, причем в светлое будущее. Да, сейчас мне очень плохо, да, сейчас меня в тиски зажало, но я верю, что все поменяется. Я знаю, что все будет хорошо. Но тут ваша интуиция еще срабатывает, тут еще и духи рода вам помогают. То есть вы такой махровый оптимист, да, человек, который из любой, извините, какашки, да, может вылепить какую-нибудь там конфетку, да, что-то прекрасное создать и сделать. Мне вот эта ваша черта невероятно нравится. Это настолько сильно вас заряжает, это какая-то бесконечная батарейка, которая находится внутри вас. Это то, что делает вашу жизнь. Это то, что делает вас. Благодаря, кстати, вот этой вашей черте, вот этому вашему качеству, вы в жизни действительно очень много добьетесь. Вот эти ваши мечты, хрустальные, там, воздушные, розовые, как хотите их называйте, они на самом деле программируют вас на хорошее будущее, на прекрасный результат, на исполнение того всего доброго и хорошего, во что вы верите. Обязательно в вашей жизни исполнится. Я вижу, что вы себе намечтаете. Намечтаете любовь, намечтаете хорошую, богатую семью, хорошее здоровье, замечательные возможности. Вы все это себе намечтаете. У вас здесь ангел. Ангел, который вам будет помогать. Ангел, который будет подсказывать. Вы вот человек, который, видите, за плугом стоит и землю пашет. Вот такой вы человек. Вы всего добьетесь. И добьетесь своим трудом, своими руками. Тем, что не боитесь работы. Тем, что не убегаете от проблем. А тем, что действительно засучиваете рукава и пашете. В прямом смысле слова. Как этот пахарь. Да? Пашете эту землю. Удобряете. Не для себя делайте. Не для себя старайтесь. Старайтесь для своей семьи, для своих близких. Знаете, сила есть, и она внутри вас. Она не только внутри живет, да, она еще вот как-то с космоса к вам приходит. Но я хочу вас предупредить, что у вас есть те в окружении, вот 2 человека с левой стороны, видите, присосались к вам. Люди, которые, вас тратят, да, вот физически тратят. Они могут сосать вашу энергию, они могут быть паразитами на вас. И
они вам не дают летать. То есть они так сильно вас за ножки так схватили, да, вот вы пытаетесь оторваться от земли и куда-то там к звездам полететь, а они вас держат. Конечно, хорошо, что вы такой милосердный и добрый человек, но помогаете лишь только тем, кто действительно в этом нуждается. Помогаете лишь только тем, кто не может помочь себе сам. Если человек здоровый, руки, ноги есть, голова есть, в состоянии сам о себе позаботиться, здесь, конечно, постарайтесь немножечко этого человека от себя отделить. Пусть делает сам. Даже если чего-то не может, либо там капризничает, пусть делает как может. Не надо вот прям всем быть услужливым человеком. Понимаете, вы медвежью услугу делаете. Вы вот этим благим своим намерением, вы людей этих обижаете. Обижаете в плане того, что они превращаются в абсолютно не самостоятельных, абсолютно зависимых людей. Поэтому присмотритесь, двое, вот именно двое в вашем окружении, которые, паразитируют, по-другому и не скажешь. Отсекайте этих людей, отстраняйтесь от этих людей. У вас энергии будет больше на себя и сил больше будет на себя. Вы, кстати, очень многого можете добиться, именно используя эту дополнительную энергию. Вы поймете, вот как только вы обрубите этих двоих, вы поймете, о чем я говорю, и вы себя даже по-другому почувствуете. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.